Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы продолжаем собирать инициативную группу в поддержку увековечения памяти и исторической реабилитации жертв политических репрессий на территории Мордовии. И напомню, что наше предложение, которое мы обращаем к республиканским и городским властям, это проведение ежегодного поминального мероприятия памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии, крепление мемориальных досок на стенах последнего места жительства наших репрессированных земляков, установка в центре Саранска красивого памятника жертвам политических репрессий, организация в одном из исторических зданий Саранска музея памяти жертв репрессированных и возведение мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на месте уже обнаруженного их массового захоронения на юго-западе Саранска, в лесу у Богоявленских родников. В нашу инициативную группу вошла Мария Валерьевна Пальчикова, кандидат юридических наук, доцент, преподаватель Средневолжского института Всероссийского государственного университета юстиции Российской правовой академии Минюста России. Мария Валерьевна, расскажите, пожалуйста, почему вы и когда заинтересовались темой политических репрессий и реабилитации тех, кто им был подвергнут, и увековечения их памяти? Это произошло, вообще этот интерес у меня возник, потому что, во-первых, это тема личная для моей семьи. У меня родственники, ряд родственников со стороны папы. Это мои дяди со стороны папы, и двоюродные дяди, получаются, и были репрессированы. Вот. И мы до сих пор, например, не знаем про одного из членов семьи ничего. Мы не можем найти его в списках, мы не можем найти его по определенным запросам. Мы только знаем, что вот он был арестован, и больше ничего, к сожалению, мы про него не можем до сих пор узнать, что кажется достаточно странным, потому что прошло уже практически 80 лет, а до сих пор про человека мы ни под каким грифом не можем получить эти документы, собственно, ничего мы не можем узнать. Вот. И во-вторых, у меня также, что самое интересное, это затронуло семью даже со стороны бабушки. Например, моя бабушка, она, поскольку они вынуждены были, их предупредили о том, что будет приводиться мероприятие как раз вот направленное на то, чтобы на раскулачивание, в буквальном смысле, их семья в одну ночь собралась и под чужой фамилией уехала вот в Республику Мордовия. То есть у меня бабушка всю свою сознательную жизнь жила под чужой фамилией. Я сейчас, извините, прерву. По статистике, 1 миллион домохозяйств было раскулачено, и в этот 1 миллион домохозяйств вошло 6 миллионов людей вместе с членами семьи, которых просто вот таким бездарным экономическим решением репрессировали. Продолжайте. Да, судя по этому замечанию, я просто не очень знала вот о такой цифре. Вот, судя по этому замечанию, конечно, мы одни из многих, наша семья одни из многих. И то, что пережила наша страна, отзывается в каждой семье не меньше, я считаю, чем Великая Отечественная война. Вот. А в дальнейшем в моей судьбе уже возник интерес в старшие школьные годы, и в университетские годы я продолжу интересоваться этой темой. У меня была возможность поработать в архивах с делами реабилитированных лиц, и вот именно тогда меня, конечно, ужаснул весь масштаб данной трагедии, которую пришлось пережить народу, и эта трагедия, она выражалась в том, что не только сами люди погибали, были расстреляны, впоследствии их всех реабилитировали, потому что это были не просто надуманные основания, а полностью сфабрикованные дела. Вот, и тем, что страдали их семьи, пострадали их семьи на много поколений. Клеймо врага народа, с ними люди жили 20-30 лет. Это действительно было ужасно. И в дальнейшем в моей уже научной деятельности я периодически с этим пересекалась. И в любом случае, узнав вот об этой инициативе, конечно, я с радостью ее поддержала, потому что я считаю, что это память народа, и та память, которую мы обязательно должны сохранить и передать потомкам. Тут речь идет даже не о том, что это не патриотично, сейчас какие-то силы пытаются говорить, что это не патриотично, это может быть не интересно уже, и давайте уже все примиримся и забудем. Такое нельзя забывать, и интерес к этой теме свидетельствует о том, что мы как раз очень большие патриоты, потому что мы любим нашу родину, нашу страну, со всеми теми ее черными днями, принимаем ее, со всеми черными днями, со всеми и этапами, через которые она проходила. Эти этапы, может быть,
быть нам неудобной, это не самая красивая правда, не самая приятная, но она есть, она была в нашей стране, и мы должны сделать все, чтобы помнить, и чтобы это никогда не повторялось ни с кем. Это народная память. Потому что если у человека, допустим, ты говоришь, что у него нет недостатков, хотя они есть у любого человека, и поэтому его любим, это значит, что ты не любишь человека в его целостности. Конечно. И, соответственно, к стране то же самое. Если мы говорим, что у наша страна единственная в истории человечества, у которой не было таких недостатков, и значит, мы не любим свою страну, и значит, мы ее придумываем и любим только ее светлую сторону, а значит, ее не любим Да, что в мы целости. не понимаем, и что самое страшное, мы не извлекаем никаких уроков, мы не понимаем, что это было для того, чтобы... И все эти жертвы, они не должны быть напрасны, что люди непонятно для чего погибли, или просто не из-за чего погибли, потому что, как я уже еще раз повторяю, что это были дела, это люди, которые были реабилитированы в дальнейшем. Соответственно, все их дела признаны сфабрикованными. Это уголовные дела, которые вообще не должны были существовать. И сами преступления были не преступлениями. Это было просто придумано. Да. У меня встречались дела, которые были, ну, в буквальном смысле, к сожалению, если вот так это сказать, это в том исследовании, которое проводилось, у меня встречались дела, которые были похожи, ну, протоколы были похожи на сказку, когда люди обвинялись в шпионаже, допустим, в пользу Польши. Или в шпионаже в пользу Японии. Люди, которые жили, это были дела мордовские, про мордовскую, люди, которые жили в наших селах, вот, ну, какую Польшу они могли шпионить? И впоследствии реабилитированы. Но за каждой этой карточкой реабилитировано, небольшой такой карточкой, которую мы заполняли, стоит человеческая жизнь, человеческая судьба, судьба всех родных, которые, опять-таки, я хочу повториться, что репрессии касалась не только вот человека, которого пытали и потом убили, она касалась всю семью, которая получала клеймо врага народа. Дети не могли поступать, учиться нормально, когда все семьи переселяли. То есть, по факту, мы говорим о признанных там около 2 миллионов по одной из справок, да, приготовленных для Хрущева, признанных 2 миллионах именно расстрелянных, то есть репрессированных. Но умножьте эти 2 миллиона еще на 2, на 3 членов семей, которые также были изгнаны с своих мест, на которых они жили. Дети и жены помещались в лагеря, и выживаемость там была, ну, практически, ну, очень маленькая. Например, про мамочкин барак, если говорить о выживаемости детей в этом мамочкином бараке, это, я думаю, зрители могут посмотреть, да, почитать эту информацию. Это барак, в котором помещались дети после года, которые рождались у женщин репрессированных, и в этом бараке выживали порядка 5%, то есть 95 процентов детей умирало. Это очень страшная история. Если кто-то в это не верит, то это просто достаточно почитать воспоминания. Я гарантирую, что вы поймете, какой вред наносили репрессии. Просто если вы представите глаза этих маленьких детишек, которые испытывали все эти муки, оторванные от матерей, без вины абсолютно, на них никакой вины не было. И тем лицемернее звучали слова Сталина о том, что сын за отца не ответит. А вы работали в архивах. Где находится у нас Саранский архив? Я, если честно, не совсем уверена, но пусть за давностью лет, я не думаю, что я не давала подписки, просто я не думаю, что это информация. Как-то вот архив, мы работали в архивах ФСБ в этот период, но это было достаточно давно, это был 2-й курс моего обучения, то есть 2002 год. Но допуск туда ограничен и предоставляется для ученых, да? Да, его в настоящий период ограничили, тогда этот допуск был не ограничен еще. Вот, и как в рамках того, что мы были как ученая группа, мы помогали нам в ученой группе, нас туда допускали. А ваша ученая группа была связана с составлением книг памяти? Да. Которую прокуратура вместе с учеными мы совместно делала. Эти книги, это были исследования научные, я так понимаю, они пошли в научные статьи, не только в эти книги, они пошли в научные статьи. Мы заполняли карточки по репрессированным, и это было... Я считаю, что необходимо сейчас об этом говорить. А как вы думаете, какая польза для российского общества, для того, чтобы оно извлекало уроки из своего прошлого? Потому что мы от людей, которые жили в 30-х годах, отличаемся не очень намного, потому что мы их внуки и потомки, то есть они нам передали свою психологию, и если мы отличаемся от них, вот, то, если сравнить с другими народами, незначительно, то скажите, пожалуйста, насколько важно открыть более широко архивы для
ученых и для общественных деятелей по репрессиям, для того, чтобы мы извлекли уроки, чтобы не повторяли ошибок такого вот масштаба? Я считаю, что это очень важно. Это не может привести к раздору. Это, наоборот, приведет к пониманию, осознанию себя, потому что без истории, без крепкой истории, которая и родословной своего рода, своей памяти, своей привязки к этой земле, к России, на которой мы живем, ответственности за нашу страну, без вот этого понимания собственной истории на несколько поколений назад, ну, для тех, для кого это важно, не формируется гражданин. Я считаю, что если мы нацелены на формирование гражданского общества, если мы нацелены на то, чтобы страна развивалась, а это звучит из всех посланий президента, что мы должны быть нацелены на развитие, что мы должны помнить нашу память, и когда он открывал памятник репрессированным в Москве, также об этом было сказано неоднократно. Вот. И важно для... Много говорим о том, что как бы мы уже все примирились, но я считаю, что это важно для понимания, для прощения самих себя вот в прошлом, наверное, так. Потому что репрессии, доносы и вот вся эта длительная история про то, что одни люди карали других людей, одни люди работали в органах НКВД, а потом все лежат в совместных могилах. Очень важно нам понимать, что от репрессий пострадали все, и пострадали те, кто осуществлял репрессии. И бывает так, что их дела тоже признаны, они тоже реабилитированы, их дела тоже признаны сфабрикованными, но нужно понимать, что и палачи, и жертвы в итоге оказывались жертвами все. Для нас это важно. Это важно для понимания себя в непрерывности течения истории, в непрерывности течения истории страны. Что оно не оборвалось, когда расстреляли там моего деда, или моя бабушка уехала под другой фамилией. Оно не оборвалось с моим отцом, не оборвется со мной, не оборвется с моими детьми. Потому что я гражданин, и важно понимать, что если ты гражданин, ты принимаешь свою страну, понимаешь и извлекаешь уроки. Если городские республиканские власти пойдут навстречу нашей инициативной группе, и в Саранске будет открыт, организован в одном из исторических зданий музей памяти жертв репрессий, в который будут объединены уже открытые архивы, их копии открытых, вот, обнародованных, в том числе следственных дел, книг, фотографий, разных архивов семей репрессированных. Это все будет работать в русле вот этого просвещения нашего общества и улучшения нашей общественной морали, потому что мы знаем, Да. кто мы, как вот правильно говорил драматург Александр Гельман, что когда с Германией произошло то, что произошло в 30-х годах, это было все в германском народе. Просто мы лучше узнали германский народ благодаря вот такому страшному. И когда мы не закрываем глаза на то, что может сделать наш народ, репрессировать, поддерживать репрессии, поднимать руки за репрессии, участвовать в осуждении детей, так называемых врагов народа, вообще сама вера в то, что существует такое понятие, как враг народа, и когда массы, миллионы, десятки миллионов людей вот поддерживали этот стереотип и участвовали, и разделяли его как бы вот негативный смысл. То есть, если мы не закрываем глаза на то, что мы на такое способны, значит, мы лучше знаем свой народ, и в том числе музей, в который могут приходить с экскурсиями, могут приходить туристы, вы тоже считаете, это может способствовать, да? Ну, и да, естественно, более чем. Это очень глобальная, очень серьезная цель. И мы еще не говорим про один аспект, а мало за это голосовать. Нужно еще не быть равнодушным. И понимать, что твое равнодушие, оно самое страшное. Ты можешь быть или за, или против, но ты можешь быть равнодушным, и тогда ты присоединишься к тем, кто творит зло. Не бывает такого, что в собственной стране ты отмалчиваешься, и зло творит кто-то другой. Ты гражданин той стороны, которая могла творить зло. И творила, например, тоже и добро. Мы не разделяем это как любимый человек. Мы либо любим любимого человека и принимаем его полностью, либо не принимаем его. И то же самое борьба со злом. И нельзя считать, что зло есть, но бороться с ним должен кто-то другой. Сосед в другом городе, в Москве, власти, государство, правоохранительные органы, гражданин. Личная ответственность. Если ты берешь личную ответственность за свое прошлое, то ты частично берешь ответственность за страну. Нам, по-моему, этого сейчас
Сейчас это, кстати, больше стало, на мой взгляд. То есть люди берут ответственность, так я считаю, что мы полностью готовы к тому, чтобы понимать ответственность прошлого. Это не значит, эм, это не значит говорить о том, что наша страна плохая. Я считаю, что вообще нельзя так говорить и проводить эти параллели. Это абсолютно софистика, это абсолютно какой-то нерациональный логический прием, который специально используется какими-то определенными силами, чтобы запутать людей. Нет, это не так. Это значит, мы знаем свою историю. Мы можем гордиться, можем не гордиться, но можем понимать и принимать. Да, и есть такой тоже софизм, когда люди начинают говорить, допустим, что Америка тоже устроила геноцид индейцев, и поэтому мы не должны осуждать то, что произошло у нас. Если мы осуждаем геноцид в любой форме, если мы осуждаем репрессии к народам в любой форме, репрессии политические, и мы говорим, в других странах это было, значит, из этого должно следовать, что и в нашей стране мы в первую очередь должны осудить это. Потому что это касается нашей семьи, нашего народа. Что наши люди, все-таки наша страна должна отвечать за себя, не кивая на какие-то определенные страны и примеры. Но я не знаю ни одного примера, допустим, когда, тоже если мы возьмем Германию, или ту же Польшу, или Чехословакию, все-таки, какие бы болезненные для них темы не были, в том числе с фашизмом связанные или связанные с Холокостом, они должны подниматься. И про них нужно обговаривать, потому что это имеет важное значение для становления морального духа общества, для становления сознания общества. Я сейчас говорю не как сейчас ученый, я сейчас говорю как член общества, потому что для меня, например, это было бы очень важно. Даже если бы мои предки, если бы я узнала, даже, что мои предки были с другой стороны, это тоже для меня важно, чтобы я это понимала, чтобы я это видела. Это важно. Вот как вы считаете, нет ли у нас такого сейчас эффекта в нашем обществе, когда мы вот в Германии сразу после войны интеллигенция начала денацификацию, начала вести пропаганду, просвещение, говорящее о том, что минусы гитлеровского правления намного превышали и, по сути, нивелировали все плюсы. И поэтому нельзя в разговоре о гитлеровском времени говорить, что там хорошие дороги, потому что для кого эти хорошие дороги? Для миллионов убитых людей. Эти убитые люди репрессированы, они не ездили по этим хорошим дорогам. Поэтому если мы считаем, что люди равны, нет людей первого сорта и второго сорта, поэтому говорить как плюс хорошие дороги для миллионов убитых людей, получается, эти миллионы людей не ездили по этим дорогам. То есть вы говорите про то, что над ними все ставятся достижения определенные, достаточно сильно индустриальный рывок, победа в Великой Отечественной войне, а с другой стороны ставится то, что было эти 2 миллиона невинно репрессированных, хотя я говорю, что это еще были семьи, соответственно, это прокатилось по всей стране. И оно того стоит или оно того не стоит. Я считаю, что, во-первых, это, конечно, нельзя сравнивать, это сравнение изначально бесчеловечно. Сравнивая такие вещи, мы изначально встаем на позицию фашистской Германии. Это нельзя делать. А во-вторых, если вспоминать историю любого ученого того периода, крупного общественного деятеля, ученого, которые в дальнейшем ковали славу нашей страны во всех отраслях, то можем посмотреть, что они прошли через так называемые шарашки, через лагеря, через пытки. То есть единицы из них выжили? Выжили, во-первых, единицы, это была А если бы выжили все? Огромная, например, генетика наша как наука вообще перестала существовать, направление этой науки. А во-вторых, если мы Россия устремленная в будущее или Россия устремленная в космос, все забывают, что Королев сидел, и травма Королева, полученная при пытках, не позволила интубировать его, когда его спасали. То есть мы потеряли своего великого ученого, который нам позволил, собственно, покорить космос, сделать одно из достижений нашей страны. Поэтому нельзя такие вещи сравнивать, и всегда стоит помнить, что с любым тогда видным деятелем стоял страх того, что он вновь окажется в этом лагере. Вот до конца 60-х годов все равно большинство населения Германии считало, что Гитлер был наиболее выдающимся деятелем их и руководителем. И вот нет ли вот этого эффекта и у нас? У нас ведь до сих пор большинство населения поддерживает Сталина. Я считаю, что, во-первых, не большинство. Во-вторых, наша статистика колебалась в зависимости от 90-х и 2000-х и так далее. Она сейчас колеблется в этих размерах 18%.
Но, по-моему, у нас нет даже никакого спора. У нас Владимир Владимирович в прошлом году открыл, наш президент открыл памятник, ковал замечательные слова про репрессии. В том плане замечательное, что вполне себе конкретно он обозначил, что это был тяжелый период, был тяжелый этап в нашей жизни, вот, и мы не должны его забывать. Я считаю, что просто и в этом отношении мы должны продолжать политику государства, просто не останавливаться. Москва имеет свой Коловецкий камень, к которому приходит каждый год и читает имена репрессированных. Я считаю, что для Мордовии также вполне возможно приходить в определенное место, например, тот мемориал, про который мы сейчас говорим, который мы хотим установить, и также читать имена репрессированных, ведь в Мордовии, особенно по мордовскому народу, репрессии прошлись даже по национальному признаку, по признаку принадлежности к национальной группе, к национальному меньшинству на тот период определенной национальной группы, если я сейчас несколько некорректно говорю, прошу прощения. Вот. Поэтому для Мордовии это печальная страница, и для Мордовии вообще это необходимо. И причем вот вы правильно упоминаете нашего президента нашей страны, и что он открывал памятник в Москве жертвам репрессий, и, по-моему, в прошлом году на полигоне Бутово тоже, где очень много было, десятки тысяч расстреляно тоже. То есть он сохраняется как мемориал, Бутовский полигон, там есть мемориал, он сохранен, и там даже, при том, что там идет застройка сейчас активная, они его не трогают. Это мемориал, я так полагаю, что, надеюсь, по крайней мере, что власти Москвы сохранят этот мемориал, все это знают, там Бутовский лес, полигон и мемориал. Это достаточно известное место. Приезжают специально. Да, но кроме того, в принципе, если посмотреть, то все уровни власти, они осудили репрессии по каким-то вот датам юбилейным, они это, не юбилейным, вернее, но когда случаются круглые даты, они повторяют, что это оценка, четкое осуждение, даже если вот год назад или 2 года назад директор ФСБ Бортников тоже выступил, если, в принципе, не придираться к выступлению и не требовать от него вот такой, как сказать, радикальности ученого, который занимается этой, а понимать, что он человек, как сказать, представляет ведомство правоохранительное, занимающееся, как сказать, борьбой с терроризмом, то, по сути, он тоже осудил этот период. И, наверное, вот на сегодняшний момент нельзя требовать большего от человека, представляющего организацию, потому что он тоже должен соблюдать консенсус разных уровней, как сказать, возрастов и разных поколений сотрудников органов безопасности, но он тоже осудил и сказал, и осудил тех сотрудников, которые были в то время, сказал, что он отстранился от них, что они как бы карьеристы, мы не берем с них пример. То есть даже вот Федеральная служба безопасности осудила. Федеральная служба безопасности сейчас несколько другие задачи, чем и борьба с терроризмом все-таки не маскирует каких-то иных, они действительно занимаются собственной задачей, борьбой с терроризмом и осуществляют действия, направленные на борьбу с терроризмом. То есть их деятельность не пересекается вот с той деятельностью. Потом следует помнить, что все-таки НКВД это одно, да, но были вот эти вот внесудебные органы, двойки и тройки, которые существовали, они не имеют, мы говорим, что они внесудебные, они не имеют отношения к суду и к тому производству предварительного расследования, которое было в УПК закреплено на тот период. Они действовали совершенно на основе совершенно других документах, которые, в общем-то, в правовом любом государстве, демократическом, вообще не имели права на существование. Поэтому был вполне курс на террор. Это нельзя оправдать никакими нарушениями законодательства и так далее. Это был взят курс на террор. Вот. А может быть, когда мы говорим, что у нас недостаточно осуждений в обществе, может быть, мы немного путаем. Вот это вот бытовое какое-то принятие, когда мы иногда говорим, Сталина на вас нет на вас сильной и крепкой руки, то есть когда мы просто, какие-то люди, определенные люди там тоскуют по необходимости еще более крепкой власти и централизации власти, или, может быть, социальной справедливости. Я не предполагаю, что была социальная справедливость в годы Великого террора. Я считаю, что это... Простите, в годы репрессий. Вот. И я считаю, что это просто либо от незнания, от недостатка знаний. Вот. И это... А во-вторых, как раз вот мемориал, о котором мы говорим, поможет любому человеку понять как личную историю и убрать вот это бытовое принятие репрессий, существующее как-то на бытовом уровне, чтобы каждый прочувствовал это как личную историю. И с этого момента уже можно отсчитывать и понимать,
когда человек понимает это как личную, как трагедию, понимает, что в человеке зарождается гражданин. Когда Сталин организовал убийство Кирова, о чем историки где-то примерно около 10 косвенных признаков приводят, и как нашли того, кто будет исполнять, и как ему нашли оружие, и как его сопровождали сотрудники НКВД тогда, наверное, был, или МГБ уже. И потом был принят закон, по которому в так называемом упрощенном порядке репрессировали сотни тысяч людей. Очень таким ярким, как сказать, элементом этого упрощенного порядка тоже было то, что там не предоставлялось право на адвоката тем, кого репрессировали. Как вот это? Ярким примером было непредоставление. Это к разговору о самой демократичной конституции на тот период, сталинского периода. Да? Это, в общем-то, любой юрист, любой историк знает, что самая демократичная конституция в Российской Федерации была в 1936 году в РСФСР на тот период. Да? Вот. Декорация для Запада. Да. Право на адвоката не соблюдалось право на обжалование, приговор приводился в исполнение немедленно. То есть все было направлено на то, чтобы лица не имели возможности передать, во-первых, данные. Почему у нас не так много данных о тех, кто... У нас много из воспоминаний выживших. Да, каждый, все-таки из них многие старались оставить воспоминания. Но лиц, которые непосредственно проходили вот эту мясорубку, которые были к приговору, которым приводились в исполнение немедленно, это было направлено на то, чтобы не оставалось никаких воспоминаний. Ни жены, ни дети, ни члены семей, никто другие не знали, что происходит с этими людьми. То есть все это, когда видишь фотографии раскопок с пробитыми головами, ты понимаешь, что человек не имел возможности ни попрощаться, не посмотреть последний раз в глаза своим родным и близким, не что-то сказать. А все родные и близкие еще очень долго думали, что он живой, еще на что-то надеялись, если не получали сразу статус детей и жен врагов народа, член семьи врагов народа. Вот. И в этом еще дополнительный, конечно, ужас того периода. И еще вот говоря о самой демократической конституции, до ее принятия у нас было такое понятие по Конституции 18 года, как лишенцы, там миллион людей, которых лишали избирать, в том числе избирательных прав и других прав. И люди, которые не могли голосовать на выборах. Но так как по Конституции эта категория убиралась, все могли приходить на выборы, и поэтому Сталин поставил задачу, что раз мы не можем их лишить права голосовать, мы можем их лишить права на жизнь. И поэтому первая вот дата, которую нужно было выполнить по приказу 20447, это было успеть до даты выборов осенней 1937 года репрессировать основную часть вот первого списка. Потом это расширялось, 2 года длилось, пока потом Сталин все свалил на Ежова, хотя Сталин и поднимал Ежова 5 лет, но сводил, как будто бы это не он, а вот такой неудачный человек попался. Но я к чему, что... История Ежова очень показательна. То есть это, кстати, говорит примерно о том, что вот когда мы говорим, что выборов кто-то у нас не боится результатов, мы видим даже Сталин боялся результатов выборов. Гитлер, когда он пришел к власти, его назначил канцлером, вице-канцлером, и Гитлер сразу стал запрещать все оппозиционные партии. То есть даже тираны, самые страшные тираны человечества боятся результатов выборов. Что уж говорить о не тиранах. А что вы по поводу Ежова хотели сказать? Ну, по поводу того, какие обвинения в итоге ему были предъявлены, за которые, собственно... Сталин говорил: вы черный человек, Ежов. А Ежов говорит: я все делал, как мне говорит Сталин на съезде. Он говорит: нет, ты черный человек. Ты никакого отношения ко мне не имеешь. История Ежова, да, как его также расстреляли, осудили, все, сколько там, по-моему, за 3 дня. Нужно сейчас уточнять, но предъявили ему все обвинения, которые только могли. И последняя просьба Ежова была не избивать его перед смертью, потому что был заведен порядок, скорее всего, это Сталина был заведен порядок, что каждого, кого расстреливали, перед смертью нужно было избить до такой степени, чтобы уже точно он ничего у расстрелянной ямы не крикнул или не сказал, и чтобы расстрельщики знали, что он признает себя виноватым
И это... Я даже, если честно, не то, чтобы я сейчас как-то Сталина оправдываю, нет, но я к тому, что это Сталин лишь завел порядок такой, что чтобы выслужиться, нужно показать, как ты ненавидишь, ну, как ты готов убивать всех остальных. А все остальное уже сделали те лица, которые старались, не оставляя никаких, собственно, моральных принципов, раздавить своих конкурентов, это либо в политической борьбе, либо в какой-то гражданской борьбе. Вот. Это же еще морально разлагало очень сильно общество, поэтому нам нужно помнить об этом, потому что это моральное разложение, это стирание границы между добром и злом, между причастностью и непричастностью, между тем, что в итоге запачканы руки у всего народа. К сожалению, это так. На это и направлено, это морально разлагает, деморализует. Почему мы все говорим про репрессии 37-38-х, но мы все забываем про вал репрессий после Великой Отечественной, 46-х, 46-го, 47-го года, когда пришедших и выигравших войну людей, оставивших там частично, кто-то оставивших там родственников, оставивших там здоровье, также репрессировали, также, в общем-то, угнетали, пытали. И страшная история с инвалидами, которых сослали на Валаам. Десятки тысяч, чтобы они не огорчали, чтобы люди не видели цену войны и бездарности сталинского руководства. Отсюда мы как раз видим сейчас эти наклейки на машинах, что мы можем повторить. Не нужно. Если нет никаких инвалидов, то что страшного в войне? Не нужно никогда повторять. Да. Ни в коем случае, что меня тоже возмущает, невозможно, потому что все-таки эта война ради жизни на земле шла, а не ради того, чтобы повторять. Я думаю, об этом стоит тоже думать. Да, еще после войны активизировалась политика государственного антисемитизма, когда запрещали все еврейские организации и пошли, конечно, по другим национальным группам. То есть еще после войны был очередной голодомор, по сути, вызванный вот бездарностью вот этого коммунистического принципа управления, когда около 2 миллионов после войны умерло от голода из-за того, что вот этот дремучий тип плановой экономики, то есть, по сути, экономика 16 века, конечно, которую поставили. Но по поводу индустриализации послевоенной, послевоенный рывок был оплачен в том числе голодом народа. Ты тоже не забывай, что была поставлена цель восстановить довоенные средства. Не побоюсь показаться мелочным, но вот по поводу того, что перед расстрелом людей избивали, все, я согласен с тем, что вы прокомментировали, но все-таки бумажка была. Там один из крупнейших, вот человек, который больше всех, один из 3, кто больше всех расстрелял вот, комендантов органов безопасности, он говорил, что мы тогда обратились с запросом, что некоторые приговоренные к смерти высказывают разные слова, когда мы их расстреливаем, и нам это не нравится, и как нам поступить, и нам пришло, как сказать, указание с центра, что вы должны проводить психологическую работу, воспитательную работу с каждым, кого вы приговариваете. И даже вот это известно, когда Берия допрашивал, Берия в своем кабинете допрашивал крупных людей, и когда вот его замы, и он в том числе избивал людей, он тоже, ему комфортно было, чтобы человек все-таки признал свою вину. И были некоторые люди, которые все равно, и несмотря на жестокие избиения, не признавали свою вину. И он говорил, ну ладно, и, типа, видеть его на расстрел. Но все равно им хотелось это, правда, знать, что, понимаешь, враги разоружаются и трепещут, и признают свою вину. Ну, история Берии тоже показательна. Да. Его окончание жизни тоже показательно. Все вполне укладывается в эту вот философию. А по поводу того, что результаты выборов, не результаты выборов, Сталин лежал вместе в мавзолее с Лениным. И когда его в одну ночь вынесли... До 61-го года, до 8 ни один человек, насколько я знаю из истории, не заступился. И надпись сбивали, выбирали. Вначале выбрали, потом поменяли табличку. А как вы, кстати, по поводу выборов относитесь к тому, что на учредительном собрании, на выборы пришли где-то около 50% избирателей? Кстати, война шла,
люди, получается, одни из первых выборов, но все равно такая высокая явка, но из них 80% проголосовало за социалистические партии, за 5 социалистических, которые говорили, что мы, во-первых, мы будем террор устраивать, мы будем определять, какие есть классы людей, которые должны жить, какие нет, и, во-вторых, мы будем экспроприировать, то есть мы будем нарушать права собственности. Так потом мы 70 лет видим, что власть, которая пришла, она устраивала террор, и она нарушала права собственности. То есть избиратели что хотели, то и получили. Вот они, вот результат участия в выборах. Вот они проголосовали. Я так вполне, что избиратели именно этого хотели. Во-первых, как бы мы ни грустили о хрусте французской булки, у нас 90 с лишним процентов населения было фактически в положении бедноты или нищих. У нас процент дворянства составлял 1 с небольшим процентом. Вот. И у этого небольшого процента было сосредоточено, в общем-то, все средства производства на протяжении тысячелетней истории. Были сосредоточены и все денежные средства, и дворяне устраивали террор собственным крестьянам ничуть не меньше. Сколько гибли от голода, сколько гибли от неподъемных налогов, сколько гибли от, по пыткам и наказаниям. Статистики нет. Может быть, но есть какие-то определенные исследования по приходским книгам и так далее. Народ требовал реванша, нельзя было доводить до ситуации, до такую ситуацию в стране нельзя было доводить до этого. Из элит. И Первую мировую войну не надо было начинать. Или, по крайней мере, ее не так вести, чтобы оставлять без хлеба Петроград. Вот. И ответственность элит не снимается. Я считаю, что у нас просто совсем уж тихо прошло столетие обеих революций, уж совсем как-то так, как бы их и не было. Они были, и есть огромное количество замечательных исследований, и для них были все основания. Поэтому и разнузданность госаппарата, и казнократство, и вопиющая социальная несправедливость требовали выхода. И нашло на выхода у самых радикальных групп и группировок, которые предложили самый радикальный способ решения данных вопросов, данных проблем. Я считаю, что это еще одна часть, из которой неплохо бы сделать урок, и вывести уже урок сейчас спокойно, с холодной головой, с отсутствием и коммунистической идеологии, и самодержавной идеологии. Нужно спокойно и хорошо, прекрасно по этому поводу разговаривать, общаться и посмотреть на интереснейший период между двумя революциями, один из самых интереснейших периодов российской истории, именно по факту трансформации российского общества, когда все институты, на которых жизнь страны в течение, если с момента Романовых, 300 с лишним лет, да, как они были сметены просто в один день. Вот в один день ничего от них не осталось. И подумать, что может быть взаимная ответственность между элитами и остальным народом, она бы как раз нам позволила избежать таких кровопролитных последствий. Многие люди, которые тоже бесстрашно интересуются историей, тем не менее не знали о том, где у нас в Мордовии уже найдено место захоронения, закапывание в 7 ямах, в общем, варварское. Более 500 уже найдено у богоявленских родников, еще несколько мест у Чефаровского монастыря найдено в Мордовии. А еще есть, наверное, еще, может, даже несколько десятков мест, если эти расстрелы производились в разных городах Мордовии. То вот вы когда узнали об этом месте? Я слышала и читала какие-то публикации, но вот хорошо очень узнала из интервью как раз Николай Андреевич Кручинкин, да, из интервью господина Кручинкина. И, собственно, вот очень содержательное интервью, когда посмотрели, они показали, чем занимались поисковики, как они искали, и меня поразило, что на протяжении практически 15 лет, они с 4 года начинали эту работу, они, или с 8-го, если с 8-го, то 10 лет получается, на протяжении всего этого периода времени, они с таким энтузиазмом, с такой отдачей занимались этой проблемой. Поэтому я думаю, что его поисковые движения сделали огромный вклад, и люди, которым следует отдать обязательно должное, если все-таки будет какой-то у нас памятник, если все наши усилия, все наши призывы, они будут услышаны, то мне бы очень хотелось, чтобы имена этих людей, они были закреплены как людей, которые
сохраняют нашу память. То есть тех людей, вот именно те единицы, которые двигают историю. Я все-таки считаю, что историю не всегда двигают народы, историю очень часто двигают энтузиасты. И вот один из энтузиастов летом этого года, себя имею в виду, нескромно, после того, как несколько лет читал книги по истории вот сталинского периода, большого террора, репрессий, и вот обратил внимание на Мордовию и увидел интервью, и в том числе Николая Андреевича Кручинкина, и там я прочитал в одном из интервью его такую провокационную, в хорошем смысле, фразу. Вот он там говорит или пишет, говорил, что здесь, в Саранске, ну, прошу никого не обижаться, он говорит, власти не отреагировали совсем по поводу места захоронения. Кроме того, в крупных городах увековечиванием памяти жертв репрессий занимаются общественники. У нас в Саранске, к сожалению, таких не нашлось. То есть он как ученый, как историк, как поисковик, как педагог с многолетним стажем, и сколько трудов он отдает на поисковые работы, находя вот жертв войны. Это было для меня в том числе как такой стимул, и я к нему пришел, тоже это прочитал, и мы с ним посоветовались, как вести дальнейшую работу для того, чтобы в том числе был организован мемориальный комплекс на месте вот уже обнаруженном месте захоронения. А вот вы как считаете, как мог бы выглядеть этот мемориальный комплекс там, вот у Богоявленских родников? Я, честно скажу, я против слова «комплекс», потому что сразу что-то монументальное представляется. А на месте трагедии не может быть монументального. Там должно быть то, что, я считаю, трогает всех. В этом отношении мне очень нравится памятник, кажется, неизвестного, который установлен на месте, по-моему, в Воркуте. Если ты не Или в Екатеринбурге, может быть. Вот именно Эрст, вот эта вот маска скорби, его так называемая. Да, наверное, в Екатеринбурге, я Да? думаю. Вот, соответственно, вот это что-то в таком ключе, что это то, что символом станет с художественной точки зрения, символом, который может тебя очень тронуть. И эта маска должна была привлекать для людей, которые приезжали по дороге, чтобы они увидели этот большой памятник. А здесь в лесочке как бы. Тут никого не привлечешь. Там дорога отвратительная туда ведет. Ну, естественно, дорогу, если вас профинансируют, но если профинансируют дорогу, я думаю, сделают. Вот. Но можно сделать, во-первых, указатель, а во-вторых, ведь не важен масштаб, важно то, насколько тебя трогает картина. «Голубь мира» Пикассо все знают, да? Голубку мира, но она же маленькая, она же вот такая. Вот, поэтому я считаю, что это просто должно быть и исполнено, было бы очень хорошо, если бы исполнено лицом, для которого эта тема личная действительно. Неважно, там член или семей затронутый, или просто она для него личная, но чтобы понимали, что это не просто памятник, а это олицетворение страдания, если можно так выразиться. И еще образ есть журавлики, когда после Хиросимы и Нагасаки, когда взрывали, тоже девушка просила ей делать журавлики. Вы знаете, где находится музей мордовской народной культуры? На перекрестке Рабочей и Советской. И там вот в одном из 2 томов книг памяти, изданной прокуратуре, написано, есть документ, в котором написано, из какого адреса забирали, вот, по-моему, 2-го прокурора республики, которого несколько лет продержали в тюрьме, заставляли признаться, он ни в чем не признался, но и вышел, когда из тюрьмы уже без зубов, потому что его так пытали. Хотя, вышел. Да, вышел, но если говорить о том, насколько тяжело выдержать пытки, то вот, допустим, в Москве бывший руководитель Госбанка Пятаков, после того, когда он был арестован, он написал письмо, после того, как подвергся тому
чем подвергся, что он готов лично расстрелять и жену, и всех своих, кого обвинят. То есть это говорит о том, все-таки, что наш прокурор, который у нас был в республике, как тоже роль личности. Но это, конечно, о Пятакове ничего плохого не говорит, потому что под пытками это тоже это ненормальная ситуация выдерживать пытки. Нормальный человек, наверное, не должен выдерживать пытки. У Шаламова было в его колымских рассказах было написано о том, что не ломались только люди с таким очень, либо совсем фанатики коммунистического движения, либо священнослужители, такие истинно верующие, ну, то есть верующие именно внутри, то есть у них был какой-то либо внутренний стержень, либо внутренний огонь, который позволял им проходить вот через все ужасы, сохраняя свою веру, ну, либо в светлое будущее, либо в справедливость Господа Бога. Только эти люди, соответственно, только какой-то внутренний стержень. Может быть, для прокурора Мордовии это было то, что он не был причастен, или то, что он верил в то, что делал. Да, но сила человека, она, конечно, тоже, даже это вот стоит восхищения, что если он знает, что он не виноват, то он готов. То есть, ну, вот героизм тоже виден человека. Но вот я хочу сказать, что он, там написан адрес, что он жил, занимал первую комнату этого вот двухэтажного красивого исторического здания. Я вот думаю, что там, как вы относитесь к тому, чтобы там повесить мемориальную доску, к тому, что это был, что вот из этого места его забрали. Ну, даже если не говорить об этом, потому что он потом как бы живой был, так, то вообще как вы относитесь к мемориальным доскам на стенах последнего? Я считаю, что мемориальную доску следовало размещать на том месте, откуда вывозили на расстрел.